Диана Эсмурзиева – будущий медик, учится на последнем курсе медфакультета, а значит самое время задуматься, где сможет трудоустроиться. Подсказать в этом вопросе готова на ярмарке вакансий. Радует студентку и разнообразие представленных предложений. Ярмарка превзошла все мои ожидания, потому что я не думала, что будет такого формата, и не думала, что будет таких возможных вакансий. Пока что мне нравится, я предусмотрела некоторые варианты работы и посмотрю, что из этого выйдет. Передвижная ярмарка вакансий – это 600 рабочих мест для желающих трудоустроиться в крупные предприятия республики. Всего организаций в ярмарке 9. Завод АТМ, швейная фабрика, птицекомплекс Южный и другие. Предлагают работу здесь и за пределы региона. Найти подходящий вариант для своей сестры пришла на ярмарку и Мария Ольгова. Хорошие предложения есть, особенно то, что вот у нас существует критерий, что нет работы в Ингушетии, меня теперь вызывает сомнение. Очень много хороших вакансий, очень хороших предложений много. И при этом не обязательно надо иметь высшее образование для этого. Хотя, мне кажется, у нас в высшем образовании вообще нет проблем у молодежи. Сейчас все грамотные, образованные. Если для многих, на первый взгляд, найти здесь работу процесс трудный, долгий и полный бюрократии, то вот. Какое ваше образование? Экономическое менеджмент. Сколько вам лет? 20. Сейчас мы вам предложим вакансии, которые есть. Где вы живете? Троицк. Троицк. Вам будет удобно ездить на Зарань каждый день? Да. Хорошо. Что от вас требуется? Это грамотная речь и знание ПК на уровне пользователя. Предлагает свои вакансии компания, которая работает в республике уже 8 лет. Они предоставляют рассрочку на товары из магазинов партнера. Им требуются свои представители в торговых точках. Разные есть вакансии, к примеру, автосервис у нас требуется шиномонтажник, моторист, мастер, ходовик и детейлер. Зарплата у них 50 на 50, то есть 50% они себе оставляют, 50% магазину. И как говорится, кто ищет, тот всегда находит. А здесь можно рассмотреть не один заинтересовавший вариант для трудоустройства. Аль-Барака я хожу, что вакансии могут режать, бол бишь, хабим может это أختصين إيش دو حم كردو عديها يعني منو صدوق واجه إشت وكان حم يمي آخر حنزير زبل نحتاج والسو لا هو فوضى حاجة بقصة دوان. Помощь в проведении ярмарки вакансий, организованной Комитетом по делам молодежи, оказывают и волонтеры. Сегодня здесь проводится третья районная ярмарка вакансий. До этого мы проводили город Сунжа, город Молдобек, и сейчас последняя ярмарка вакансий – это город Магаз. До этого мы еще проводили республиканскую ярмарку вакансий – это город Назрань, парк Арбат. Это 6-я и последняя молодежная ярмарка вакансий, проводимая Комитетом по делам молодежи в этом году. Впервые такие мероприятия провели в 2022 году. В рамках последних 2 ярмарок, которые проходили в Сунже и в Малгобеке, трудоустроились 15 человек. Абдулмаджид Халухоев, Султан Булгучев, Новости 24. В преддверии Всемирного дня борьбы с пневмонией врачи Республиканского центра здоровья и медицинской профилактики провели лекцию для учащихся 9-й школы Назрани. Школьники могли задать интересующие их вопросы врачам о профилактической акции. Сюжет Хавы Гагиевой. Пневмония – заболевание, известное как воспаление легких, способное привести к летальному исходу. Тема важная и полезная. Учащимся старшего и среднего звена 9-й Гамурзиевской школы рассказывают подробно о болезни, симптомах и профилактике. Курение прежде всего оказывает негативное влияние на органы дыхания. Бросить курить – это лучше, чем можно профилактировать воспаление легких. Встречи со школьниками проходят в рамках профилактической недели, приуроченной ко Всемирному дню пневмонии. Организаторы – Республиканский центр здоровья и медицинской профилактики. Главный плюс такой беседы в том, что проходит она в формате вопрос-ответ. Как в республике обстоят дела с пневмонией? Поликлиники, амбулатории и более 60% пациентов они с подтвержденной пневмонией. То есть симптомы пневмонии – это кашель, это температура тела, это кашель, скажем, приступообразный кашель с тяжело отделяемой мокротой. Сегодня пневмония в списке причин смертности занимает 4-е место после заболеваний сердца, сосудов, опухолей, тяжелых травм и отравлений. Переходя от одной стадии к другой, этот недуг может постепенно поразить все легкое, а если его запустить, последствия могут быть далеко не утешительными. Эти и многие другие факты Алисхан Костоев узнал сегодня впервые. Парень сейчас учится в 9 классе, с будущей профессией уже определился. Сегодняшняя лекция была очень увлекательной, познавательной.
узнал очень много нового, например, как бороться с пневмонией. Тем не менее, я хочу поступить на медицинский факультет, чтобы помогать жителям нашей республики. День борьбы с пневмонией отмечают 12 ноября во всем мире. В этот день учреждения здравоохранения организуют профилактические мероприятия, проводят медицинские осмотры. Волонтеры рассказывают людям о пневмонии и сопряженных с ней рисках, раздают информационные листовки и буклеты. Для подрастающего поколения это очень важно, чтобы знать осложнения, динамику и своевременное выявление данного заболевания. Также для учащихся была представлена презентация и был распространен информационный материал в виде буклетов и брошюрок, в котором они смогли подробно ознакомиться с осложнением заболеванием органов дыхания. Свести эти цифры к минимуму – главная цель таких профилактических акций. На здоровье человека и его настроение положительно скажется правильный образ жизни, и этому принципу обучают и в школе. Медпросвещение на сегодняшний день – это одна из важнейших тем, на мой взгляд, и в нашей школе проводятся довольно часто подобные мероприятия, и также мероприятия проводятся совместно с волонтерами Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Дата представляет собой ежегодный форум для всего мира по борьбе с этим заболеванием. Более 100 организаций, представляющих интересы детей, объединились в глобальную коалицию против детской пневмонии. И впервые Всемирный день борьбы с этим недугом отметили 12 ноября 2009 года. Хава Гагиева, Сулейман Костоев, Новости 24.